Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Алатау-24, программа «Социум». В Кыргызстане продолжается реализация судебно-правовой реформы. Ранее руководством страны были четко определены и озвучены задачи. Президент не раз отмечал, что независимые и справедливые суды – основа государственной деятельности. Без этого государство не будет развиваться. Что нужно еще сделать для успешной реализации судебной реформы? Мы поговорим с деканом юридического факультета КНУ имени Джусупа Баласагына Кынатбеком Сманалиевым. Сегодня он гость программы «Социум». Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. И мы вас пригласили не случайно, потому что нам известно, что вы были руководителем экспертной рабочей группы по разработке нового уголовно-процессуального кодекса. И первый вопрос. Вот с 1 января 2019 года были введены 5 кодексов. На ваш взгляд, как они реализуются в настоящее время? Спасибо большое за приглашение. И я хочу ответить действительно на ваш поставленный вопрос, который очень сегодня и на сегодняшний день актуальный. Мы все прекрасно знаем, что с 2012 года у нас началась судебно-правовая реформа. И на сегодняшний день эта судебно-правовая реформа продолжается. С 1 января 2019 года вступили в действие все эти 5 кодексов, и шаг за шагом наши правоохранительные и правоприменительные органы используют эти кодексы. Это я имею речь идет об Уголовном кодексе, Кодекс о проступках, это Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс. Всем нам известно, что новый Уголовно-процессуальный кодекс внедрил в себя очень много новых институтов. Это институт единого реестра преступлений и проступков, это единый реестр о нарушениях, это процессуальное соглашение и много других институтов. Самое главное, почему они были внедрены? Потому что мы все с вами сейчас живем в 21 веке. Все те кодексы, которые были и работали до 1 января 2019 года, они носили репрессивный характер, которые нисколько не поддерживали права и свободы человека. Вот самое главное, почему принимаются и приняты и работают новые кодексы. Основное это выполнять международные стандарты, это чтобы эти кодексы соответствовали новой конституции, это все те рекомендации, которые были утверждены указом президента, вот они и послужили для того, чтобы разработать новые кодексы. А самое главное, я хочу сказать, это защита прав и свобод человека. Конечно, новые кодексы были внедрены, да, значит, сейчас они реализуются в нашей жизни, но процесс на этом не закончен. Новые кодексы, они совершенствуются, потому что все ведомства, которые сталкиваются с тем или иным нововведением, они предлагают что-то свое для того, чтобы реализовать это в жизни и было удобно всем, и гражданам, и им. Скажите, пожалуйста, вот как ведется работа по внедрению изменений в эти кодексы? Я с вами солидарен, и вы очень правы, когда задаете такой вопрос. Почему? Любой кодекс, который принимается, который разрабатывается и начинается ввести в действие, начинают свою работу, безусловно, они имеют некоторый неабсолютный характер. Почему? Я приведу пример. Человек рождается, живет, он же тоже заболевает. И он после этого действительно подлежит лечению. Я полагаю, что любой кодекс тоже подвергается какими-то изменениями. Почему? Потому что общество не стоит на месте, оно всегда находится в развитии. Даже тот кодекс, который принял в 2019 году, он на практике, когда стал применяться, он имел некоторые, были некоторые моменты, которые необходимо было совершенствовать. И сейчас действительно, на сегодняшний день, органы прокуратуры, органы внутренних дел, национальной безопасности представляют свои предложения по совершенствованию этих кодексов. Мы совместно с ними, просматриваем все эти изменения, и те вопросы, которые действительно необходимо совершенствовать, они, принимаются во внимание, и затем правительство может внести в Джоркинеш с последующими изменениями и дополнениями. Чтобы давать какую-то оценку реализации судебной реформы, необходимо мониторить этот процесс. Кто проводит мониторинг в нашей республике? Спасибо большое. Действительно, все эти кодексы уже вступили в действие.
И необходимо промониторить, как действительно реализуются эти кодексы нашими правоохранительными, правоприменительными органами, а точнее, как они используют. В частности, разработчики, экспертная рабочая группа вместе с аппаратом президента Кыргызской республики, значит, мы уже выезжали в такие области, как Чуйская область, Ошская область, и промониторили, как реализуются эти кодексы. В частности, я хочу выразить нашим следователям, нашему судейскому корпусу благодарность. Почему? Потому что действительно они сейчас идут и работают в ногу с этими кодексами. Что я имею в виду? Я имею в виду о таком новом институте, как Единый реестр преступлений и проступков. Я имею в виду о таком новом институте, как Единый реестр нарушений. Как работают следственные судьи и как работает сейчас институт пробации. И я должен сказать, что эти органы шаг за шагом претворяют именно эти кодексы в непосредственную свою практическую деятельность. Безусловно, конечно, есть какие-то, я могу сказать, какие-то, может быть, недостатки, но это не страшно. Почему? Потому что кодексы только введены в действие. Прошло всего лишь 5-6 месяцев, впереди еще столько лет. Самое главное – понять эти содержания и правильно использовать и применять нашими правоохранительными, правоприменительными органами. Я только на одном примере остановлюсь. Это институт следственных судей. Прекрасно они работают и выполняют свою эту функцию. Согласно тех функций, полномочий, которые заложены в новом УПК, они четко реализуют на практике. Поэтому те следственные судьи, которые действительно выполняют эту новеллу согласно нового УПК, просто им большое спасибо. Одним из важных направлений судебной реформы является то, что деятельность судов, прокуратуры и других силовых структур больше не будет иметь скрытый характер. Как это реализуется на практике? Вы знаете, до принятия нового уголовно-процессуального кодекса у нас существовал такой институт, как институт возбуждения уголовного дела. Очень много разговоров и шло, и было, вот когда устраняли и вообще убирали этот институт из Уголовно-процессуального кодекса. Допустим, возьмем другие страны бывшего Советского Союза, у них нет тоже такого института, как институт возбуждения уголовного дела. Допустим, возьмем Казахстан, возьмем Украину и страны Прибалтики. Нет у них этого института. Но дело в том, от этого тоже надо отказываться. Почему? Потому что все те нормы, которые использовали наши правоохранительные органы, они не были процессуально оформлены в Уголовно-процессуальном кодексе 1999 года. Более того, существовали, что были и коррупционные риски. Вот во избежание вот этих моментов, вот как раз-то есть Единый реестр преступлений и проступков. Поступило сообщение, поступило заявление, регистрируется в Единый реестр преступлений и проступков и начинается досудебное производство. Видите, как открыто. А затем в ходе досудебного производства уже правоохранительные органы в лице следователей и уполномоченных или уполномоченных должностных лиц органов дознания уже выносят соответственное решение. Да, подтверждается, проводится дальнейшее следствие, уведомляет лицо о совершении преступления. Если нет, прекращается досудебное производство. Всегда есть такой момент, как тайна следствия. Но в то же время сейчас активно внедряется механизм видеонаблюдения за деятельностью судебных и правоохранительных органов. Не будет ли это влиять и мешать принятию правильного решения? Закон, Уголовно-процессуальный кодекс, тайность он сохраняет. Почему? Потому что все-таки тайность и есть, и государственная тайна, эти институты и в новом кодексе заложены. Но когда, вот почему стали обижаться на судейский корпус, вот для того, чтобы не было вот этих обид, чтобы не было такое отношение нашим судьям, вот как раз-то новый Уголовный процессуальный кодекс закрепил в себе видео-аудиофиксацию. То есть, когда идет судебное заседание, разбирательство дела по существу, все показания, которые даются в ходе судебного заседания, они фиксируются
аудио-видеофиксацию. Все, его убрать никаким образом нельзя. Это есть специальный диск, он туда все это информируется, вся информация закладывается в нее, и он как так и так является доказательством. Если лицо обжалует решение суда по данному делу, то апелляционный суд обязательно, значит, может поднять вот именно вот эту аудио-видеофиксацию. С вами было очень интересно беседовать. Я думаю, что наша встреча в эфире АЛЛАТО-24 не последняя. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с деканом юридического факультета КНУ имени Джусупа Баласагына Кынатбеком Сманалиевым. Оставайтесь на АЛЛАТО-24. Всего доброго.